Гость нашей встречи — Гоголева Анна Ивановна Ленская. Прозаик, переводчик, кандидат филологических наук, член Союза писателей Республики Саха-Якутия. Подробно о его жизни и творчестве расскажет уважаемая Анна Ивановна. Вам слово. Спасибо. Приветствую вас всех, и я начну с корней. Иван Михайлович Гоголев родился в Вилюйском Улусе, в многодетной семье. Детство его прошло в его наслегах. Дед его, Николай Михайлович Кугунур, был хорошим столяром и кузнецом. Иван Михайлович Гоголев, это драматург, писатель, народный поэт, оставил нам очень большое наследство. Это произведения в разных жанрах. Одних драматических произведений более 150. Очень многие поставлены в основном в 60-е, 70-е годы. И сейчас на сцене с 1965 года идет его известная комедия «На рассох». Очень часто идут знаменитые сказки «Долина стерхов», «Волшебный хомус» и другие. Вот вы сейчас видите генеалогическое древо нашей семьи. Род это очень древний. В его роду были великие шаманы и кузнецы. Это, безусловно, сказалось на его творчестве, его могучем даре. Вилюйский Улус издавна славится знаменитыми кузнецами, аланхасутами и шаманами. Дед его, Николай Михайлович, он был хорошим столяром и кузнецом, всегда что-нибудь мастерил. И Иван Михайлович тоже очень любил мастерить своими руками. А покажем деда Ивана Михайловича и его бабушку. Бабушка Ивана Михайловича, Евдокия Васильевна, была доброй, сердечной и гостеприимной хозяйкой. Она знала множество сказок, легенд, преданий. И с удовольствием рассказывала своим детям, когда они ходили в лес, на природу, собирали ягоды и грибы. А вокруг была первозданная природа с спокойными озерами, оазами, тихими лесами. Здравствуйте, можете принять еще некоторых ребят? Да, пожалуйста. Сейчас, ага. Диля. Все приняли? Дед его был заядлым охотником, поражал неутомимостью. Он часто брал с собой внуков на охоту. И всегда говорил, мужчина должен быть охотником. И дети, маленький Иванчик со старшим братом Николаем, обошли все оазы и леса родного чучунского наслега. Так будущий поэт полюбил природу. Она главна в его творчестве, как и образ женщины, матери, родного края, его людей. Об этом он скажет. Мир — это я, и я — природа. Наверно, пахну, как река. Природе посвящены очень много его произведений. Один из самых знаменитых последних сборников стихов, над которым мы долго работали вместе с сотрудниками библиотеки имени Белинского, это «Путь орлов лежит на север». И все его творчество об этом посвящено воспеванию родной земли, родного края, его людей, своей любимой природе. Все это связывалось с образом великой первозданной природой. Это звучит в его таких строчках. «Природа, мать, благослови меня, я вышел из тебя, в тебя вернусь». Природа и учитель красоты. Она полна гармонии, созидания, вечного движения и обновления.
Природа — это и наши величавые ленские столбы, которые он посвятил множеству стихотворений. Это река Лена, это сад, где он работал, создал свои лучшие произведения. Родная тайга Вилюй, где все живет и дышит. И ты у природы всегда учись красоте ее вечной, звучит в его стихах. Не потому ли они так разнообразны, светлы, полны гармонии и величавой простоты, с глубокой мыслью и содержанием. Любовь к чтению у будущего поэта появилась и благодаря тому, что отец его, Михаил Николаевич, школьный учитель, из своих командировок он работал директором многих начальных и семилетних школах в отдаленных наслегах и привозил книги в подарок своим детям. Вот сейчас вы видите супругу Марию Алексеевну, о которых я расскажу попозже. Сейчас мы рассказываем о его корнях. Это тоже его самые крепкие корни. Когда маленький Иванчик впервые открыл одну книгу, то подумал, какое это волшебство писать книги. Может, и я смогу. Благо, что среда, несмотря на суровый быт, нехватку всего, была благодатна для этого. Он с упоением слушал рассказы, легенды гостей, что приходили к ним, и думал, что это когда-нибудь непременно пригодится. А с детства он поражал великолепной памятью. Прочитав стихи, большие сказания Ланхо мог в точности повторить. А в школе в те времена преподавал русский учитель, благодаря которому ему открылся мир русской литературы. Так в его творчество, жизнь вошел Александр Пушкин, ставший для него поэтическим кумиром. В старших классах он один раз, прочитав Евгения Онегина, так был одушевлен и восхищен ею, что запомнил и смог повторить наизусть, прочитав один раз, чем поразил всех. Он, как и другие якутские писатели-поэты, посвятил ему свои произведения. Поэму «Встреча с Пушкиным», вторая встреча с Пушкиным. А первое произведение написал 18-летним юношей. Молодой Гоголев точно подметил основной жизнеутверждающий дух поэзии Пушкина, его верность народным чаяниям, любовь к народу и веру в лучшую долю России. Он часто обращался к стихам Пушкина, перевел на якутский язык его стихотворения. А свой первый роман в стихах «Солнечная гора» о дружбе, любви и верности молодых написан Онегинской строфой. Во второй встрече с Пушкиным передано любовное отношение к великому Пушкину. Звучат тревожные мысли о том, что мир очень хрупок, люди могут в одночасье потерять великий дар природы, родную землю, и все мы должны и обязаны сохранить ее. Вот видите, вы сейчас на экране портрет молодого Ивана Гоголева и Марии Алексеевны Чертковой. А вот любовь к матери и к природе матери он все называет мать-земля, мать-природа. Это также идет от великой любви к своей матери Анны Федотовны. Анна Федотовна была домохозяйкой. Она следила за домом, детьми. Ведь мальчик рос очень болезненным, впечатлительным. Она отдавала ему особенную любовь и заботу и понимала сердцем, что он особенный. Ему, как потомку великого шамана, суждено было стать им, ведь в его роду были большие шаманы. Но мать понимала вещим сердцем, что судьба их тяжела, тем более в такие годы, когда были на них гонения, и отвела от них эту участь. И дар слова, особое видение, умение видеть и слышать то, что не видят другие, обычные люди, третьим глазом, пронзая настоящее, прошлое, даже будущее, остались как генетическая память. И все, что он увидел, услышал,
потом отразит в своем творчестве, особенно в главном романе «Черный стерх. Третий глаз». Любовь к маме, самому близкому и дорогому человеку, он пронес всю жизнь и посвятил ей множество стихов, сонетов, в циклах «Земной поклон», «Звезда материнская», «Моя звезда». Семья, поддержка Протодьяконова, который тогда баллотировался в председатели Верховного Совета Республики, помогли будущему поэту выехать в Москву, в Литературный институт имени Горького. Это в Москве есть такой большой институт, где учат писателей, где учат знать, и где очень много преподают литературу со всего мира. Когда он узнал огромный мир русской и мировой литературы, где преподавали лучшие специалисты своего дела, а на семинары приходили большие писатели Александр Твардовский, Михаил Шолохов, Илья Оренбург и многие другие. А семинаром руководил Евгений Долматовский, известный русский поэт. Он называл Ивана Гоголева, тогда совсем юного, молодого, гениальным якутом, и пророчил ему большое будущее. И в Москве Иван Гоголев встретил свою будущую супругу Марию Алексеевну Черткову. Именно она стала его судьбой, опорой во всем. Благодаря любви, заботе, поддержке ее он смог столько создать во всех жанрах литературы, исполнить свое предназначение поэта. Но вы знаете, да, что каждый приходит в этот мир, чтобы исполнить свое назначение. И он с детства понял, когда увидел впервые книгу стихов Пушкина, что его назначение – это стать поэтом, писателем. И думал, что это волшебство. И это волшебство он постигал всю жизнь. И это все пришло благодаря любви к своей матери, родной земле, родной природе, его супруге Марии Алексеевны Чертковой. Она родилась на Нижней Колыме, тоже благодаря поддержке Василия Андреевича Протодьякона, поехала в Москву, чтобы стать ученым и выращивать на Северной земле, где цвели только раньше дикие растения, яблони, черная смородина и другие полезные растения, чтобы помочь своему народу. И вот судьба так предопределила, что именно там, в центре столицы, в центре нашей огромной страны, они встретились и полюбили друг друга. Поэт, одаренный особым видением, третьим глазом, когда увидел свою супругу, он сразу понял, что именно она предназначена ему судьбой, и что они вместе пройдут этот большой, светлый и яркий путь. И вот он говорил, что 3 женщины, которые сыграли большую роль в моей жизни, это мама, бабушка и Мария. Благодаря бабушке Агдачуи, неутомимой рассказчице, он с детства полюбил предания, сказки, народное творчество, что живительным родником питало его творчество всю жизнь. Мама Анна Федотовна хранила его, оберегала, освещала жизнь своей добротой, бесконечной любовью. И это точно передала Марии, ставшей второй половинкой Ивана Михайловича Чертковой, Марии Алексеевне, что стала его супругой. И создала вечный сад на мерзлоте, крепкую дружную семью, и подарила поэту 3 детей, творческих одаренных личностей. Это Лена, Анна, Алексей. К сожалению, младший сын в 9 лет, который обещал стать очень большим человеком, умным, знающим, вдумчивым, в 9 лет утонул, его поглотила река. Он, конечно, очень переживал,
но смог пережить это благодаря поддержке семьи Марии Алексеевны Чертковой и создал одно из самых сильных своих произведений, которое называется «Утро Лены». Тыгын Дархан, первоначальное название его первого произведения. Вот вы видите нас совсем маленьким. Это мы в саду Марии Алексеевны Чертковой, которую она создавала всю жизнь. Этот сад находится в поселке Селекционная станция на берегу Лена-реки. Это место стало уже легендарным, потому что в сад к нам очень часто приезжали известные, знаменитые люди, композиторы. Это Валерий Кац, Захар Степанов, Николай Савельевич Берестов и многие другие. Ведь музыкальное творчество, его огромно и тоже составляет большую значительную часть его творчества. Недавно мы отметили юбилей, где звучала его знаменитая песня «Сахамсыри Барахсан». Вот вы видите мою старшую сестру. Это заслуженный работник, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и заслуженный деятель искусств Республики Саха, главный художник Якутского драматического театра. Она, кроме того, что работает там главным художником, она создает чудесные ювелирные коллекции, работает в разных жанрах искусства. Она оформила, когда работала главным художником Якутского музыкального театра в городе Якутске, все спектакли своего отца и словно воплотила его дар художника. Ведь мы знаем, что он в школе очень хорошо рисовал, хотел стать художником. Он оформлял стенгазеты в школе, но потом, когда увидел книги, то твердо решил и понял, что его судьба другая. Он стал большим писателем, поэтом, драматургом. Вот вы видите дочку Лены, которую зовут Маша. Она балерина, танцевала прекрасно в нашем музыкальном театре. Он очень ее любил, посвятил им стихи, очень любил с ней нянчиться. Они ходили по саду, пели песни. И вообще говорил, что она очень много может и сделает. И это действительно так. А другая его дочь, я имею в виду, она пошла по стопам отца, теперь творческий наследник. Мария Алексеевна, своей любимой, вот вы видите, это я вот нахожусь в музее в Вилюйском Улусе. А на стене в рабочем кабинете, это вот фото, где мы с ней вместе в рабочем кабинете, это на улице Лермонтова, 29, где мы раньше жили. Это рисунок, который он сделал сам. Это образ орла и стерха. Орел – это один из главных его любимых тотемов. Когда он ходил в лес, а он часто любил ходить в лес, это идет его с детства, когда он обходил все Аласы, все тихие озера родного наследия вместе с дедушкой, своим любимым братом, старшим Николаем. А в Покровске, где мы стали жить, когда он закончил литературный институт, приехал в поселок Селекционную станцию, и стали они вместе жить и работать на селекционной станции, где работала Мария Алексеевна Черткова. И вот и там, и здесь он любил рисовать очень, когда отдыхал от работы над своими прозаическими произведениями. Рисовал на стенах. Вот видите вы его рисунок, это тотем его орел и стерх. А стерх – это один из главных образов его поэзии, его литературы. У нас стерх – это птица счастья, радости, всего самого солнечного. А вы знаете, что его называют заслуги за то, что очень любил свою родину, написал роман «Солнечная гора», называют одним из самых почетных званий «Солнечная гора». И множество его произведений.
Один из последних романов называется «Манчары». Манчары — это как якутский Робин Гуд, очень известный народный герой, который помогал бедным, отбирал добро у богатых и сдавал тем, кто в них очень-очень нуждается. Над этим романом он проработал почти 20 лет. Он хотел написать его еще в юные годы, но тогда не смог, он был еще не подготовлен. Надо было осмыслить его жизнь, то, что происходило с ним в течение всей его жизни, и все свои мысли, думы, то, что понял из этой жизни, он выразил в своем романе, описывая жизнь своего героя с малых лет на протяжении всей жизни. Но вы знаете, что Манчары так любил свою родину, что он сбегал из разных тюрем, куда бы его не посылала судьба, куда его не садили его, те, против которого он выступал, заступая за бедных, протестуя против насилия, жестокости, то, что делали они. А вот главный его роман «Хара Каталык» — это «Черный стерх», роман-трилогия. Это целая эпопея народной жизни, начиная с XVII века. «Черный стерх» — это собирательный образ. Его написание, идея, это тоже пришло от древних легенд, преданий. Ведь вы знаете, что к нему приходили, в семью их приходили очень много людей, рассказывали разные удивительные легенды. Одна особенно запала ему в душу о человеке-невидимке, и это реальный факт. Был такой человек-невидимка, который был невидим, это действительно. А у него, когда он пришел впервые, были родны только перчатки. Он говорил, разговаривал, а само его не было видно. Это его было так заинтересовало, ведь это уникально, такого раньше не было. Вы знаете знаменитый роман «Человек-невидимка». И вот такое же происходило в Якутии. Вообще у нас происходят очень разные мистические истории. А поскольку он был шаман, а вы знаете, что шаман может видеть и прошлое, настоящее, даже увидеть будущее, то он смог, благодаря своей генетической памяти, потому что в роду его были великие шаманы, увидеть все то, что было, происходило. Ему оставалось только записать. Но, конечно, не только оставалось, он много думал об этом. Образы, как будто герои его, они сами приходили к нему и говорили: расскажи обо мне, расскажи обо мне. И вот поэтому он писал быстро, поскольку информация, когда он садился за перо, она как будто шла из космоса. И он видел пред собой все эти картины, видел реальных людей, которые встречались в его жизни, и чьи родственники жили в прошлом. Он смотрел, запоминал каждую деталь, вплоть до пуговицы на кафтане, слушал их речь. У каждого персонажа, вы знаете, своя особая речь, которая вызывает его характер, которая рассказывает о его судьбе, жизни. А в романе «Черный стерх» столько героев, и притом это роман рассказывается об очень важном периоде в истории нашей страны. Это накануне революции, когда все старые устои были сломлены и пришли новые. Этот роман состоит из 3 частей. Первая называется «Черный стерх», который рассказывает о жизни людей того времени. Вторая называется «Месть шамана. Последняя кампания». Об этих 2 частей мы работали над ним очень много. В литературном институте имени Горького.
И когда он попросил меня сделать перевод на русский язык, я сначала отказалась, потому что это было очень тяжело. Роман очень известный. На русский язык первую часть перевел Дмитрий Чупрыня. И вот настала необходимость донести это произведение, могучее, большое, которое пользовалось и сейчас пользуется большой популярностью. Люди зачитывались, ему продавали в нагрузку, были такие времена. До всесоюзного читателя. А вы знаете, что в русской литературе очень высокие, большие требования. Тут нужно не дословный перевод с языка на язык, а тут нужно войти в дух произведения, отразить его характеры, его образы, донести до такого искушенного читателя языком, посредством языком, все величие и значимость этого большого, выдающегося полотна, энциклопедию народной жизни, как называют его видно ученые-исследователи. А для этого надо было очень хорошо знать историю, верования, очень хорошо знать сам дух нашей страны и то, что хотел писатель. Поэтому очень важно работать переводчиком вместе с писателями, что мы сделали с отцом. Я читала ему отрывки, мы работали так. Мы, значит, работали над каждым предложением вместе с редактором. Была такой редактор Щебакова, которая работала в издательстве «Советский писатель». Тогда было такое издательство, очень видно, одно из самых крупных, где печатали классиков литературы со всей страны. И вот мне дали как редактора эту редакторшу, которая была очень требовательна. И вот когда я шла сугубо по тексту, то это она отрицала. А когда ты вкладываешь свое знание, свое умение, свой дар в соответствии с великим русским языком, то да, получалась совсем другая картина. Поэтому, может быть, некоторые тексты, страницы этого произведения, они не совсем соответствуют. Это еще надо исходить из менталитета русского читателя. Вот, например, у нас, северных народов, лошадь – это божество, это посланное самим, это божественное происхождение, посланный самим божеством, Джусигеем. А у русского читателя это просто лошадь, друг и помощник. Вот. И вот исходя из вот таких вот факторов надо было работать над таким выдающимся произведением. К тому же мир шаманства, его камлани, такие видения, которые описывал автор с такой потрясающей силой, это может описать только человек, который сам увидел и сам пережил это, а он действительно переживал в детстве подобные видения, когда они вместе с отцом или когда он сам уходил в лес. Ведь судьба его, от которой отвела его мать, она предназначила именно быть шаманом. И вот все эти видения, которые он видел там, он отразил в этой книге. И главный герой этой книги – это шаман Кысалга. Он с детства решает стать шаманом, чтобы помочь своему народу. Выйти из беды, обездольности, нищенского, униженного состояния и прийти дорогой добра и справедливости к новой, лучшей жизни. И поэтому Кысалга, который в переводе означает «недоля», решает стать шаманом и постигает, благодаря своему дяде, нелегкое, мистическое, очень таинственное ремесло шамана, которое описывает автор в своих произведениях. И притом ему удалось показать все слои того времени. Это начиная от самых бедных, это нищей старушки Хранай, куда отдал на воспитание своего сына Хабарыса Тойон Киси, и приемная дочь Хабарыс, и бабушка Огдочуя, целительница, в которую он отразил свою бабушку, и очень многие другие, и неутомимый весельчак
который ищет клады, и большевик, А, и хомусист. Все это отражает наше общество в те времена, в 17 веке. Еще другие произведения, которые я хотела рассказать, это поэма «Солнечная а, гора» о молодых, о вас, Извините, молодых. пожалуйста, Анна Ивановна. Анна Ивановна, у нас время заканчивается. Минута Да. осталась. Да. В общем, я желаю вам читать произведения Ивана Гоголева, тем более землякам, которые живут в Вилюйске. Вы видите наяву все его дома, где он жил, природу, его родных. Я желаю вам радости, счастья и всегда стремиться вперед к солнечной горе, к вершинам солнечной горы. Желаю вам здоровья, благополучия, радости, много знать, стремиться к большому, светлому, прекрасному и быть хорошим, добрым, светлым человеком, чему посвящено все его творчество. Спасибо. Спасибо большое, Анна Ивановна. Надеюсь, всем вам понравилось. Спасибо большое за внимание. Выражаю огромную благодарность, Анна Ивановна, за то, что вы посетили нашу встречу, рассказали о творчестве Ивана Михайловича Гоголева. Желаю вам здоровья, творческих успехов и до новых встреч. Спасибо вам. Всего самого доброго. Анна Ивановна, было очень интересно. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. ребята. Спасибо. До свидания.